17 марта 2011 года постановлением правительства Российской Федерации была утверждена государственная программа «Доступная среда». Ее цель – сформировать к 2016 году условия для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в жизни инвалидов и других маломобильных групп населения. Для незрячих людей доступная среда – это в первую очередь возможность самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентироваться в нем. Традиционно незрячие люди движутся лишь по знакомым маршрутам, заученным раз и навсегда. Им трудно воспользоваться общественным транспортом, заметить нужный автобус или трамвай, определить его номер, вовремя зайти в него. Все эти задачи практически невыполнимы без чужой помощи. Слепые оказываются беспомощными в местах, где любой зрячий легко сориентируется, например, по установленным табличкам. Многие социально значимые объекты оказываются недоступными для них. Помочь инвалидам по зрению обрести самостоятельность, улучшить качество их жизни в наших силах. Современная и технологичная система КРУСТ «Доступный город» будет удобной и полезной и другим категориям наших граждан. Город может стать гораздо более дружелюбным и открытым для тех, кто в этом очень нуждается. Но обо всем по порядку. Предназначение системы КРУСТ «Доступный город» – обеспечить доступность общественного транспорта и объектов инфраструктуры. В систему входят абонентские устройства, информаторы, кнопки вызова персонала, извещатели персонала, говорящие таблички. Абонентское устройство – легкий и удобный в управлении прибор, который можно носить на браслете или на ремешке. Пользователь принимает озвученную информацию, ГЛОНАСС, GPS. Устройство оснащено функциями распознавания речи, регулировкой громкости и тактильной клавиатурой. В него также встроены часы-будильник. С этим устройством незрячему гораздо легче сориентироваться в пространстве, добраться до больницы или магазина. Еще одна удобная опция – беспроводная зарядка. Больше не надо искать розетку. А возможность выбрать язык общения делает устройство весьма полезным для иностранцев, гостей города. Большая линейка абонентских устройств, которые отличаются по набору функций и по цене, позволит пользователю выбрать модель, которая идеально подходит именно ему. Кроме того, в систему входят информаторы. Это стационарные модули, которые устанавливаются на социально значимых объектах. Информаторы защищены от пыли и влаги. Их чувствительность от 3 до 15 метров. Для установки в транспорте используется модуль оповещения водителя. Громкость всех этих устройств регулируется в зависимости от времени суток и уровня шума. Пользователь активирует информатор со своего абонентского устройства, выбирая тип оповещения. Первый тип оповещения – наружный. Звук идет непосредственно из информатора. Ориентируясь на этот звук, человек может легко добраться до объекта. Второй тип оповещения – индивидуальный. В этом случае информация звучит из абонентского устройства, и громкий звук не мешает окружающим. Выбор, конечно, за пользователем. Кнопка вызова персонала, которая монтируется при входе в различные учреждения, а также внутри, например, в туалетах, пригодится не только слепым, но и другим людям, которым может понадобиться помощь. Кстати, слепому совсем не обязательно нажимать эту кнопку. Сигнал пройдет из индивидуального абонентского устройства. Кнопки беспроводные. Они не требуют подключения к сети. Их легко монтировать, а срок работы без подзарядки аккумулятора не менее 6 месяцев. После нажатия кнопки сигнал поступает на извещатель персонала. Здесь предусмотрено звуковое и визуальное оповещение, питание от сети и встроенного аккумулятора, 5 пиктограмм различного свечения и регулировка громкости. Говорящая табличка – еще один компонент системы КРУСТ «Доступный город». Комната отдыха. Такие говорящие таблички могут быть установлены в больницах, официальных учреждениях. Современный аналог надписи, выполненный шрифтом Брайля, при нажатии кнопки воспроизведет любое заранее записанное сообщение продолжительностью до 50 секунд. Директор библиотеки Гильфанова Ирина Анатольевна. Смонтировать говорящую табличку, как и другие компоненты системы, очень просто. В этом одно из преимуществ беспроводных технологий. Давайте рассмотрим систему КРУСТ «Доступный город» в действии. Нам поможет Дмитрий. Итак, пользователь, незрячий человек, владеющий абонентским устройством, выходит из своего дома и сразу включает спутниковую навигацию. Режим навигации. Соединение со спутниками установлено. Чтобы пользоваться готовым маршрутом, он может расставить путевые точки заранее с помощью компьютера, а может задать их на месте. Такие действия требуют определенного обучения. Зато пользоваться проложенными маршрутами очень просто. Задайте пункт назначения. Фрунзе, 78. Вы запросили улицу Фрунзе, дом 78. Да, Рассчитать с учетом общественного транспорта. да.
При движении по маршруту устройство голосовыми командами указывает направление и расстояние до ближайшей путевой точки. Двигайтесь прямо. Через 110 метров поверните налево, на улицу Декабристов. Абонентское устройство сообщит Дмитрию о социально значимых объектах, которые попадутся на пути. Аптека «Мелодия здоровья». Декабристов 27. График работы ежедневно с 8 до 21 часа. Оказавшись на автобусной остановке, Дмитрий выбирает номер маршрута. Остановка Луначарского. Маршруты остановки. Автобусы номер 3, 5, 11, 18. Выберите маршрут. Система спутниковой навигации определяет местоположение нужного маршрута и заранее сообщает Дмитрию о приходе автобуса. Автобус 18. С помощью абонентского устройства Дмитрий подает сигнал водителю. Модуль оповещения водителя сработал. Теперь Дмитрий спокойно зайдет в автобус. Во время поездки Дмитрий ориентируется по объявлениям остановок. Если водитель не объявляет остановки, Дмитрию поможет абонентское устройство. Остановка Белинского. Следующая Чапаева. Приближаясь к своей остановке, он снова подает сигнал водителю. Наш герой на финишной прямой. Устройство сообщает ему, где он находится в данный момент. Причем он получает информацию, актуальную на момент запроса, настоящее руководство к действию. Через 370 метров вы достигнете места назначения. Информатор, установленный на объекте, в нашем случае на библиотеке, поможет еще лучше сориентироваться. Фрунзе 78. Специальная библиотека для слепых. График работы. Понедельник-пятница с 9 до 18. Суббота с 10 до 17. Воскресенье – выходной. При необходимости наш герой вызовет персонал. Извещатель персонала сообщит, с какой именно панели поступил вызов. Информаторы и говорящие таблички помогают Дмитрию ориентироваться внутри библиотеки. Вы находитесь в холле. Слева гардероб. Справа кабинет директора библиотеки. Прямо вход в коридор с кабинетами и службами. Сообщение говорящей таблички можно прослушать, просто нажав кнопку. Отдел комплектования и обработки литературы. Добраться обратно домой будет еще проще. Для этого есть функция возврата по пройденному пути. Система «Круст. Доступный город» не даст инвалидам по зрению потеряться в большом городе. GSM-канал позволяет на расстоянии запрашивать помощь и, наоборот, определять местонахождение пользователя системы. Вводить данные можно как с клавиатуры, так и с помощью голосовых сообщений. Незрячему человеку часто оказывается удобнее пользоваться именно голосовым управлением. Еще одна возможность устройства – отслеживать состояние здоровья пользователя. Инновационная информационно-коммуникационная система «Круст. Доступный город» помогает стирать барьеры, до сих пор существующие на пути интеграции инвалидов в общественную жизнь. Система разработана с использованием международного опыта обеспечения доступности инфраструктуры, а также в сотрудничестве со Свердловской областной организацией ВОС, Российским государственным социальным университетом, ФСС Свердловской области, специалистами-инвалидами разных групп. Современные технологии способны кардинально изменить жизнь людей с ограниченными возможностями и даже сделать эти возможности гораздо менее ограниченными.